Одаренные дети Северной Осетии стали обладателями президентской премии. Всего денежные сертификаты получили 32 человека. Размер грантовой поддержки составил от 30 до 60 тысяч рублей. На сцене Республиканского дворца молодежи поздравляли также победителей ежегодного конкурса «Ступень в науку». Юных исследователей наградили дипломами и грамотами. Конкурс проводится уже 12-й раз, и с каждым годом количество участников возрастает. Я победила во всероссийском конкурсе «Президентские игры». Это лидерская программа по выявлению лидерских качеств. Ну, конечно же, я записалась участвовать туда, но там было еще много других конкурсантов, поэтому я даже не подозревала, что можно, и это вообще возможно, что я выиграю в этом конкурсе. И, конечно же, когда объявили мое имя и фамилию и первое место, для меня это был такой праздник. Я сначала даже просто сидела и не смогла подняться. Сотрудники ГИБДД вступили в борьбу за права инвалидов. Их задачей стало выявление водителей, занимающих чужое парковочное место. На помощь полицейским пришли работники Общероссийского народного фронта Северной Осетии. Эта организация уже несколько лет следит за тем, как в республике реализовывается государственная программа «Доступная среда». По закону, инвалиды должны быть обеспечены специальными парковками. В городе таких мест немало, однако количество стояночных позиций на парковках недостаточно. По правилам, машина должна простоять в неположенном месте больше 5 минут. Все это время сотрудники госавтоинспекции дежурят возле автотранспорта, и как только водитель вернется, ему выпишут штраф размером от 3 до 5 тысяч рублей. Но несмотря на такую сумму, нарушителей почему-то меньше не становится. Уже несколько дней во многих регионах эта акция прошла, и Северная Осетия подключилась к ней очень активно. Мы хотим проверить, насколько маломобильным людям комфортно в нашей республике, насколько парковочные места для людей-инвалидов приспособлены для того, чтобы они себя чувствовали комфортно и могли передвигаться без затруднений. Ситуацию с повышением цен на продукты питания взяли под свой контроль в управлении Федеральной антимонопольной службы Северной Осетии. ФАС открыла горячую линию. Жители могут сообщать о фактах повышения цен на социально значимые продукты питания. В настоящее время ведется мониторинг хозяйственных субъектов, которые занимаются мелкооптовой торговлей. И если рост цен окажется необоснованным, то предприятиям может грозить штраф. По каждому виду продукта есть своя динамика, то есть какой-то продукт дорожает больше, какой-то продукт меньше. Есть продукты, которые наоборот упали в цене у нас. То есть те продукты, которые носят сезонный характер, они повышались. На сегодняшний день у нас было зафиксировано увеличение и в оптовом звене, то есть те предприятия, которые производили продукцию, они увеличили стоимость. Также есть предприятия, которые, допустим, уже непосредственно в торговой сети повышали стоимость. Мы сейчас как раз таки проводим работу по выявлению необоснованного роста, и, как я уже говорил, в случае установления этого будем принимать соответствующие меры.